В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. Приемная кампания в этом году начнется 20 июня. С этого года абитуриентов ждет ряд нововведений. Минобрнауки России уточнила порядок приема в учебные заведения, а также присмотрела перечень вступительных испытаний. О проведении приемной кампании в средние и высшие учебные заведения на предстоящий учебный год у нас в республике мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с того, как вообще поступить в колледж, когда начнется у нас приемная кампания. Ну да, школьные годы чудесно летят быстро. Вот буквально на следующей неделе уже будет первый экзамен ОГЭ для тех, кто завершает курс обучения после 9 классов. И ЕГЭ также на следующей неделе уже будет первый экзамен. Ну а традиционной датой начала приемных кампаний, когда можно будет уже подавать документы, свои заявления, это 20 июня. Это единая федеральная дата, притом не только для колледжей и техникумов, но и для вузов нашей страны. Поэтому вот мы готовы, мы готовимся. Все правила приема утверждены и республиканских, государственных учреждений, и федеральных. И действительно, те нововведения, о которых вы сказали, они там давно отражены. Соответственно, это уже ребята учитывали, когда выбирали экзамены и уже концентрировались на определенной подготовке. Ну а если говорить о колледжах и техникумах, то здесь изменений в этой части нет, потому что поступление идет по-прежнему на основе среднего балла аттестата. То есть важно хорошо учиться в школе. Ну и тогда встречный вопрос, до какого времени смогут подать документы? Тоже дата устоявшаяся, уже многие десятилетия в стране, если говорить о колледжах и техникумах, это 15 августа. И, соответственно, с учетом того, что поступление идет по среднему баллу аттестата, и практически сразу же, там, через 2-3 дня после этой даты уже выходят приказы о зачислении. Ну а до этого абитуриенты будут видеть свои конкурсные списки, то есть уже будут понимать, ориентироваться, как они проходят. Но есть исключения, как всегда. Это до 10 августа нужно в обязательном порядке подать заявление тем, кто поступает с испытаниями. Это творческие испытания различные, то есть культура, креативные индустрии, где есть рисование, где есть архитектура. Ну и, конечно же, наша физическая культура и спорт, где тоже есть определенные требования, где надо продемонстрировать свои там, силовые качества, да, и другое. То есть здесь важно тоже отчитывать. Ну и да, и еще, конечно, тоже есть еще одна дата в колледжах и техникумах нашей страны, тоже давно она работает, это 25 ноября. Потому что, в принципе, если остаются вакантные бюджетные места, прием идет до 25 ноября. Почему? Это с учетом, опять же, завершающих, те, кто отслужил в армии, возвращаются, те, кто по каким-то причинам, да, не могут продолжить, например, обучение в 10-11 классе. Ну, разные бывают причины. И в это время есть возможность определиться, и, соответственно, если образуются вакантные места, то тоже можно будет прийти. Может быть, есть нововведения какие-нибудь, или сколько вообще всего, сколько вузов можно выбрать для поступления вот в этом году? Да, ну здесь у нас, видите, у нас двойственно, то есть у нас эфир касается и колледжей, и вузов, да? Если говорить о вузах, то 5 вузов, ЕГЭ действительно 5 лет, но если говорить о колледжах и техникумах, да, то здесь ограничений, сколько колледжей подавать, их нет, этих ограничений. И если говорить о нововведениях существенных по колледжах и техникумах, то, наверное, самым важным из последних лет, и это у нас тоже идет, это, конечно, создание таких учебно-производственных кластеров. Это федеральный проект «Профессионалитет». Мы знаем, что в предыдущие годы республика уже такой конкурс выигрывала по сельскохозяйственному профилю. Работает уже несколько лет, прием осуществляется. Потом это был горнодобывающий кластер. В этом году по-новому будет проходить прием на педагогические специальности. Соответственно, Якутский педагогический колледж, Намский педагогический колледж, Вилюйский профессионально-педагогический колледж, они тоже в этой программе. Ну и совсем недавно, буквально там 2 недели тому назад, были подведены итоги очередного федерального конкурса, и республика стала победителем по блоку медицина, клиническая медицина. Соответственно, это уже тоже будет существенные изменения в следующем году. Ну, в вузовском блоке из таких, наверное, больших изменений, то, что дополнительные баллы, которые за достижение, можно уже не 10, а 15 баллов. Там тоже это связано с активным участием в профориентационных проектах. То есть работодатель может свои баллы дополнительно добавить 5 баллов, если ребята участвуют в проектах «Билет в будущее»,
каких-то конкурсах, которые организуют предприятия. А есть вот вообще самые востребованные специальности у абитуриентов по итогам прошлого года, например? Ну, три блока у нас вот по прошлому году, в прошлом, позапрошлом году. Это информационные технологии, это медицина. Ну и вот все-таки не зря президент страны объявлял год педагога и наставника у нас в стране. Педагогические специальности, конкурс значительно вырос. Поэтому вот три блока сейчас. А так в колледжах и техникумах всех форм собственности, которые есть у нас в республике, 215 профессий и специальностей, то есть широкий диапазон. И, конечно, в каждом из колледжей и техникумов есть те специальности, которые наиболее востребованы. Но я еще раз подчеркиваю, что важным моментом это является, конечно, работодатели. То есть сейчас мы такой политики придерживаемся, что все-таки на обучение в колледж, да, в профессиональной образовательной организации зовет не сам колледж, а зовет работодатель. То есть работодатель говорит, что если вы хотите у меня работать, пожалуйста, пойдите в этот колледж, получите соответствующее образование. Ну и идет совместная подготовка. А если абитуриент поступит на учебу в колледж, да, будет ли вот гарантировано трудоустройство по окончании? Да, здесь важным моментом является, конечно, вот это как раз, собственно, для чего реализуется проект «Профессионалитет». И, собственно, основным, наверное, результатом деятельности любого колледжа страны это является трудоустройство ребят. Поэтому гарантии есть, но при этом мы все-таки рекомендуем, чтобы заключали целевой договор тоже. Ну и вот буквально на днях мы смотрели предварительные итоги текущего учебного года. Нургуна Афанасьевна Соколова, наш министр, рассматривала, и мы заслушали информацию ряда колледжей, например, Жатайский техникум, в котором году ребята целый год практически провели на Балтийском заводе, на Онежском заводе по своей будущей специальности, то есть проходили оплачиваемую практику. И здесь очень важно о том, что Балтийский завод и наш Жатайский техникум, они работали через платформу «Работа в России». Это всем подсказываю, абитуриентам, потому что все колледжи страны, многие вузы страны тоже, они могут именно увидеть предложения работодателей, заказчиков на этом портале. Работодатель эту информацию туда закладывает, и абитуриент может просто выбрать: да, я согласен, мне этот работодатель понятен, мне эта специальность близка, и я хочу воспользоваться возможностью поступить для того, чтобы в будущем гарантированно быть трудоустроенным. Но вообще, конечно, разбирают очень активно. То есть вы знаете, что сейчас в Российской Федерации, конечно, очень востребованы выпускники колледжей и техникумов. Поэтому, конечно, их не хватает, надо сказать. По всей России, но это и мотивация для студентов. Это и мотивация, да. И мы, кстати, в этом году еще раз сделали очередной шаг поближе, так скажем, к абитуриентам, потому что у нас увеличились в этом году количество бюджетных мест, которые республика выделяет. 6822 бюджетных места, существенная цифра. Это увеличение по ряду направлений, не только технические направления, но и, например, по сфере культуры в этом году есть определенное тоже увеличение. И изменилось соотношение бюджетных мест, которые выделены на образовательные программы, на которые можно поступить после 9 класса. Их стало 60%. В прошлом году было 55%, то есть такой шаг существенный, плюс 5%. А те программы образовательные, на которые можно поступить только если ты имеешь 11-классное образование, их 40%. Это тоже важный нюанс. Все время призываем: смотрите, пожалуйста, правила приема. Потому что есть такие, бывают отдельные разочарования, случаи, когда ребенок заканчивает 9 класс, да, выбрал колледж, выбрал специальность, все прекрасно, но приходит и смотрит правила приема потом уже более внимательно, а там написано только на базе 11 классов можно поступить. То есть и важно, что серьезно пересмотрены вообще федеральные государственные образовательные стандарты по колледжам и техникумам. Это и наименование программ, это и продолжительность обучения. Это и обязательный элемент демонстрационный экзамен, который является частью уже государственной итоговой аттестации. А что вот насчет школьников, которые заканчивают 10 классов? Могут ли они подать документы после 10-го? Могут подать. Наверное, для государства это не совсем хорошо, да, можно сказать. Но это тенденция последних 5-7 лет в целом в стране и у нас в республике. То есть лет 5-7 назад это были единичные случаи, связанные с какими-то семейными обстоятельствами, разные другие обстоятельства. Сейчас это чуть больше выросло.
Но связано с чем? Мы тоже же общаемся, да, в чем ситуация? Ситуация в основном связана с взрослением детей. То есть родители боятся ребенка, да, отпускать после 9 класса в колледж и техникум. Хотя мы приблизились максимально, мы открываем очень много отделений в районах. Там, конечно, не так много специальностей, если не полностью колледж, да, например, работает, а отделение какого-то колледжа, узкий профиль. Но, тем не менее, можно образование получать и рядом с местом проживания. Но все-таки многие родители, они считают, что после 9 класса ребенок еще недостаточно взрослый, самостоятельный, чтобы куда-то поехать. Проживать в общежитии, проживать в другом городе, даже пусть на территории республики. И вот именно после 10 класса, да, уже сформировался, и такие есть ребята, которые... Но все равно они будут поступать на основе своего аттестата за 9 класс. И тоже важно здесь такое, наверное, одно из заблуждений ребят, что после 9 класса, если они идут в колледж или техникум, они не будут изучать общеобразовательные дисциплины. Нет, а будут изучать, потому что это часть программы, потому что когда они обучаются в колледже и техникуме, получают ту или иную профессию или специальность, все равно у них в аттестате будет вписано, в дипломе вернее, будет уже вписаны все общеобразовательные дисциплины. И химия, и биология, история, география и все остальное. А что вот насчет ЕГЭ? Сколько вообще, давайте напомним, действуют результаты ЕГЭ? Нужен результат ЕГЭ для поступления в сами колледжи. Ага. Ну да, ЕГЭ – это все-таки инструмент для поступления в вузы. 5 лет действительно, то есть это достаточно хорошо, и здесь можно улучшать. Соответственно, если ты сдал ЕГЭ по каким-то... Ну и вы знаете, что в прошлом году президент страны Владимир Владимирович Путин вообще пошел навстречу, да, выпускникам. То есть в прошлом году впервые можно было один из экзаменов пересдать. Соответственно, ребята... И в этом году это тоже остается. На начало июля, на первые дни намечено, что будет специальный день для тех, кто пожелает один из экзаменов ЕГЭ, который считает, что неудачно он сдал, он может пересдать прямо в этом году, чтобы воспользоваться. Что касается колледжей и техникумов, здесь пока без изменений. То есть ЕГЭ не нужно. Поступление идет по среднему баллу аттестата. Ну и плюс, если есть необходимость, это творческие испытания, о которых я вот уже выше сказал. Чтобы поступить в вуз, нужно сдавать не только ЕГЭ или внутренние экзамены тоже будут? Да, так же, как и в колледжах и техникумах, да, в вузах тоже есть творческие специальности, та же архитектура, да, есть специальности, опять та же физическая культура и спорт очень активно, причем такие новые программы, появившиеся в последние годы, как, например, адаптивная физическая культура. И тогда наряду с ЕГЭ потребуются вот эти внутренние испытания. Это первая категория. Вторая категория, часть выпускников колледжа и техникумов, они тоже при поступлении в вуз могут сдавать внутренние экзамены. У них есть выбор, ЕГЭ или внутренние экзамены. Ну и есть ряд вузов в нашей стране, например, Московский госуниверситет, который сейчас восстанавливает систему самостоятельно устанавливаемых экзаменов. То есть могут быть дополнительные экзамены. Вот это да. А в остальном абсолютное большинство вузов и программ ЕГЭ, но только соответствующих перечню, который в правилах приема утвержден, этого достаточно. А есть ли льготы для участников СВО и членов их семей для поступления на учебу? Ну, в вузах, да, мы с вами знаем, что есть специальная квота, она не первый год действует, то есть определены дополнительные места. Это не те места, которые берутся из общего объема контрольных цифр приема, там общий конкурс идет, а есть дополнительная специальная квота, это 10%, которая государством выделяется в целях поддержки и самих военнослужащих, которые после службы приходят и для получения образования, и для членов их семей. Но основная все-таки мера поддержки у нас, например, в республике решением Илдархана принято уже давно, в 2022 году. Это, конечно же, специальная стипендия, которая выплачивается дополнительно каждому обучающемуся, неважно, где на территории страны он обучается, в любом вузе или колледже. Он получает стипендию, главное, чтобы он был в статусе студента находился. И вторая мера поддержки есть для семей участников СВО и для самих военнослужащих. Это приоритетное заключение целевого договора. Соответственно, если они хотят, они могут получать также дополнительную стипендию, как целевики, и, опять же, то, о чем мы говорили, гарантированное место работы. Михаил Юрьевич, спасибо, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.